За этими дверями настоящая битва за человеческие жизни. Операционное отделение торакальной хирургии Республиканского центра фтизиопульмонологии оснащена по последнему слову техники. Эндоскопические комплексы, позволяющие проводить малотравматичные операции, аппараты для торакоскопии. Все оборудование, необходимое для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, здесь имеется. Для проведения оперативных вмешательств используются самые современные методы. В начале этого года мы отправили специалиста на обучение в московскую клинику. Наше головное учреждение – это Институт фтизиопульмонологии. Она прошла обучение по клапанной бронхоблокации. Это метод, который позволяет провести мини-инвазивное вмешательство больным, которым нельзя провести большую плановую операцию. Иса Ивлоев поступил в центр с обстезирующей пневмонией, был в крайне тяжелом состоянии. Сейчас на здоровье не жалуется. Говорит, еще несколько дней и можно выписываться. Современная медицина не заканчивается в операционной. Это и комфортные условия для восстановления пациентов. После оперативных вмешательств больные лежат в палате интенсивного восстановления. Здесь также есть все необходимое оборудование. В консоли кислород, вакуум, чтобы был подсоединен, стоит аппарат круглосуточного мониторинга непрерывного и аппарат, если есть необходимость такая, для поддержания, это аппарат искусственной вентиляции легких, пока пациент не придет в себя. Также у нас здесь стоит переносной рентген-аппарат, который нам необходим для того, чтобы оценить состояние легочной ткани и расправилась легкая, не расправилась, нужно ли какие-то дополнительные манипуляции применять или не применять. Хазер Давкаев приехал в Назрань из соседней Чеченской республики с бронхоэктатической болезнью, которая сопровождалась постоянными мучительными рецидивами. Он объехал немало клиник, но стабильного результата не было, пока он не узнал о отделении торакальной хирургии в Ингушетии. Где я только не был, где я только не лечился, но такого отношения, как здесь, медсестры, врачи, все прекрасно. Центр функционирует с 2015 года. Важная тенденция, которую отмечают врачи, это изменение структуры заболеваемости. Если раньше туберкулез был главным гостем в стенах учреждения, то благодаря успешной борьбе с этой инфекцией на государственном уровне его стало значительно меньше. Сегодня на первый план выходят другие патологии. Отделение полностью перестроилось под новые вызовы. У нас изменилось немного направление, больше стало больных с неспецифической патологией. То есть это округлое образование, эмфиемы плевры, кисты, бронхоэктазы. У нас проводится, начиная от биопсии легкого для верификации диагноза до пульмонэктомии. У нас проводятся и открытые операции, и также и торакоскопические с применением видеоаппаратуры. Отделение торакальной хирургии в Плиево доказывает, качественная медицина не имеет географических границ. Она там, где есть люди, готовые ее создавать. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.